Сыктывкарский строитель получил новый комфортабельный автобус. Ключи от «Хиггера», приобретенного на деньги социальных партнеров республики, вручил хоккеистам лично глава. Подарок для клуба крайне востребованный. Спортсмены часто ездят на тренировочные сборы, а вскоре у нашей дружины первая серия выездных матчей в рамках очередного чемпионата страны. Не так давно хоккеисты просили Владимира Уйба помочь, и тот на просьбу откликнулся. Алексей Корчма знает подробности. Это кадры со встречи будущего главы республики со спортсменами. Разговор был не из простых и касался проблем отрасли в регионе. Как жить дальше, где черпать ресурсы, чтобы республиканский спорт продолжал славные традиции побед, заложенные прежде. На самом деле удивительные люди. Я вчера просто сидел и наслаждался вот этим иконостасом олимпийских звезд, звезд чемпионатов мира, победителей олимпиад, победителей чемпионатов мира. То есть настолько талантливая земля Республики Коми, столько звезд, это же, представляете, сколько вписано в мировую славу, в мировую книгу славы имен с Республики Коми. На той же встрече представители хоккейного клуба «Строитель» попросили новый автобус для выездов на сборы и регулярные матчи чемпионата. Старый выработал свой ресурс. Глава республики обещал помочь и свое обещание сдержал. 23 октября 2020 года на территорию лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной глава въезжает за рулем новенького автобуса. К слову, Владимир Уйба – водитель со стажем, права у него практически на все категории, но даже при этом автобус «Хиггер», приобретенный для хоккейной команды «Строитель», его впечатлил и одновременно порадовал. Спортсмены смогут в комфорте выезжать на сборы. Сегодня мы выполняем маленькую мечту. И это очень здорово, когда есть возможность поступить по-мужски. Сказал, сделал. Поэтому владейте. Это отныне ваша собственность. Ездите в точную, куда наметили, доезжайте вовремя. А самое главное, возвращайтесь всегда не с проигрышем, или ничья, или победа. А мы за вас будем болеть. Автобус для «Строителя» приобрели социальные партнеры республики. Директор хоккейного клуба Константин Агафонов поблагодарил их и главу республики за столь необходимый хоккеистам подарок. Впереди у «Строителя» затяжная серия из 5 выездных матчей чемпионата страны. Мы будем радовать своей игрой, будем передвигаться на этой машине на все тренировки, на все выезды, которые будут у нас в Сыктывкаре. И в ответ на адрес хотел вас поблагодарить и вручить вам шарфик хоккейной команды «Строитель» и клюшку, и пригласить вас сыграть в бенди и трибуны болеть за нас. С удовольствием. Новый автобус, который соответствует всем требованиям безопасности, будет использован также и для нужд воспитанников детско-юношеской спортивной школы и для дубля основной команды «Строитель-2». Расходы по содержанию автобуса заложены в бюджете хоккейного клуба. Самые преданные болельщики новое приобретение уже оценили. Это очень сильное подспорье в том плане, что ведь команда не только единолично им пользуется, это еще и прежде всего встречать, провожать, развоз приезжих команд. У нас есть детско-юношеская спортивная школа, им надо помогать, у них тоже будут свои, так сказать, разъезды. У нас есть фарм-клуб, играющий в высшей лиге, да, команда «Строитель-2». У них та же самая ситуация, то есть это тоже, все то же самое, что и для основной команды. Поэтому иметь свой автобус это очень хорошо. Ну и многие болельщики, да я скажу, все это восприняли на ура, потому что все-таки команда обретает верного, надежного механического друга. Первый матч «Строителя» с уральским трубником запланирован на 28 ноября, но пройдет он не в Сыктывкаре. Лед на поле Эжвинского стадиона «Бумажник» к концу ноября наморозить еще не смогут. Поэтому автобус как никогда нашим хоккеистам нужен именно сейчас. Алексей Корчма, телеканал «Юрган».